Этот аппарат позволяет провести весь цикл респираторной поддержки, не меняя аппарат и не меняя контур. Это позволяет ребенка минимизировать стресс, минимизировать повреждения легких. Дышать самостоятельно эти малыши еще не могут. За них это делает техника. Здесь есть даже функция «семья». Это когда приходят родители, с экрана просто убирают все медицинские параметры, чтобы разные графики не отвлекали маму от общения с малышом. В среднем в отделении детки проводят от 20 до 40 суток. Особо тяжелые задерживаются на 3 месяца. Дальше их ждет реанимация уже детской республиканской клинической больницы. Ну и, конечно, успех лечения, говорят врачи, зависит от любви и заботы родной матери. Срок обычной беременности 40 недель. Но тут есть те, кто появился на свет даже на 25-й неделе. Масса таких крох едва превышает, представьте только, полкило. Это самое трудное для курации пациенты, потому что они родились недоношенными. Задача всей Российской Федерации, всей медицинского сообщества, акушеров, гинекологов, а особенно реаниматологов из маленьких недоношенных детей вырастить хороших, здоровых. Прогнозировать это очень сложно и невозможно практически, но все, что от нас зависит, мы должны сделать. Этому малышу еще и суток нет. Роды хоть и прошли в срок, но оказались сложные. Сказалось это на маме и на ребенке. Пережить последствия гипоксии поможет аппарат терапевтической гипотермии. Он охлаждает тело младенца до комфортных на этот период 33 градусов. Процедура длится 72 часа, а дальше его вернут к маме. Метод он подразумевает общее охлаждение организма. Сейчас это самый эффективный метод лечения. Раньше применяли краниоцеребральную гипотермию, то есть изолированно только охлаждали голову. А сейчас все тело охлаждается. Раньше аппарата не было, поэтому было тяжело. Необходимо было задействовать персонал отделения, потому что без аппарата тяжело поддерживать температуру, необходимую в заданных рамках. Современное оборудование позволит существенно сократить сроки госпитализации маленьких пациентов в реанимации, а значит ускорить и выписку домой. Родные стены, как правило, все равно помогают. Виктория Палкина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.